Представлюсь. Меня зовут Евгений Викторович Поляков. Являюсь старшим методистом кафедры социально-гуманитарного образования Коми Республиканского института развития образования. Сегодня мы с вами поговорим об опыте реализации концепции преподавания предметной области искусства. В начале семинара кратко представлю вам методологические основы предметной области искусства. Затем Елена Николаевна Коробкова, доцент, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой культурологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, раскроет ключевые особенности преподавания предметной области искусства в современной школе. Уважаемые коллеги, предметная область искусства имеет большое значение для современного образования. В Российской Федерации, как многонациональном государстве, особое значение приобретает искусство, обладающее способностью опосредованно передавать духовно-нравственные, эстетические и художественные традиции, содействуя развитию художественной культуры обучающихся и ценностному восприятию произведений искусства и объектов художественной культуры. Изучение учебных предметов музыка, изобразительное искусство и мировая художественная культура в рамках предметной области искусства направлено на формирование общероссийской культурной идентичности на основе изучения отечественного и мирового искусства, на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества, на развитие художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения окружающей среды. Рассмотрим ключевые задачи учебных предметов предметной области искусства, отраженные в концепции преподавания предметной области искусства в образовательных организациях Российской Федерации. Итак, учебный предмет изобразительное искусство. Изучение учебного предмета изобразительное искусство направлено на освоение разных видов визуально-пространственных искусств. Живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Учебный предмет изобразительное искусство объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественное эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся должно осуществляться в процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. Представим ключевые задачи учебного предмета изобразительное искусство. Это первое – воспитание грамотного зрителя. Второе – это овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во всем многообразии ее видов. Третья ключевая задача – это формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира. Четвертая задача представляет собой приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств. Изобразительных, например, это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладных, в архитектуре, дизайне, опыта художественного творчества, в компьютерной графике, анимации, фотографиях, работы в театре и кино. Пятая ключевая задача состоит в том, что учащиеся должны овладеть навыками и представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства. Шестая задача – это развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения. Тоже важный момент. Седьмое – это воспитание уважения и любви к наследию России через освоение отечественной художественной культуры.
И далее восьмая ключевая задача заключается в том, что у обучающего должно происходить развитие потребностей в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры, как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. Перейдем к рассмотрению следующего учебного предмета. Это предмет музыка. Потенциал музыки как вида искусства незаменим в процессе развития эстетических чувств и интеллекта человека, его музыкальности и нравственной культуры, уважение к традициям своей страны и народов мира. Ключевыми задачами учебного предмета музыка являются: первое – это воспитание грамотного слушателя. А вторая ключевая задача заключается в том, что учащиеся должны изучить произведения народной и классической музыки, должны изучить лучшие образцы современной музыки, академических и массовых жанров. Третья задача заключается в реализации комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиции единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя. Следующая, четвертая задача – это приобщение к музыкальной деятельности. Пятая задача заключается в освоении видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие. Слушательское восприятие имеется в виду графическое, пластическое моделирование музыки. Шестая задача заключается в приобретении опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов. Седьмая задача – это владение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности. Далее, вы видите на слайде, восьмая задача – это расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся. Девятая задача предполагает формирование музыкального вкуса обучающихся в досуговой сфере. То есть тоже это очень важная задача. Так, предпоследняя, десятая задача, вы видите на экране, связана с тем, что учащиеся должны применять электронно-цифровой инструментарий, обогащающий возможности обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений. Последняя задача заключается в приобщении к музыкальным традициям своего региона. Так, уважаемые коллеги, давайте рассмотрим, представим краткую характеристику учебного предмета МХК – «Мировая художественная культура». Учебный предмет «Мировая художественная культура» раскрывает общие закономерности становления, развития и взаимодействия художественной культуры как целостной системы разных сфер духовной деятельности человечества, а также особенности национального и регионального искусства на основе изучения отечественного и мирового искусства. Это музыка, изобразительное искусство, театр, кино и фотоискусство. В преподавании МХК «Мировой художественной культуры» особое значение имеет. Первое. Вы видите на слайде, это воспитание человека, умеющего понимать искусство и задающего высокую планку развитию отечественной художественной культуры. Второе. Это интегрированная основа обучения, которая позволит овладеть разными способами анализа художественного наследия, систематизировать знания о разных видах искусства. Третье – это освоение обучающимся, даже можно сказать как задача. Третье – это обучение обучающимся алгоритмов анализа разных видов искусства. Выработка основ критического мышления и определение учащимися собственной позиции в отношении как культурного наследия, так и современного искусства. Четвертое – это создание учебно-методических материалов, обеспечивающих достижение необходимых личностных, метапредметных и предметных требований к результатам обучения. Пятое – это использование информационно-коммуникационных технологий и определенных ресурсов, формирование знаний, умений и навыков восприятия
и практической творческой деятельности в процессе подготовки компетентного зрителя, слушателя, постоянного посетителя музеев, выставочных залов, театров. Также это сочетание наряду с художественно-творческой деятельностью различных форм проектной деятельности. Уважаемые коллеги, в концепции преподавания предметной области искусства обозначены некоторые проблемы преподавания предметной области, которые необходимо сгладить, нивелировать. Да? Какие это проблемы? Первая проблема – это проблема содержательного характера. Вот анализ образовательной практики показывает недостаточность внедрения в предметную область искусства информационно-коммуникационных технологий. Во многих случаях потенциал учреждений культуры, музеи, филармонии, консерватории, театры используются образовательными организациями не в полной мере. Вот об этом более подробнее расскажет вам Елена Николаевна. В содержании образовательных программ предметной области искусства недостаточное количество учебного времени уделяется практической, творческой, проектной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями на основе системно-деятельностного подхода. Музыкальная, художественная, интегрированная проектная деятельность, что в свою очередь снижает повышение уровня индивидуального творческого развития ребенка. Для достижения планируемых результатов по предмету искусства, по предметной области искусства, недостаточно используется потенциал внеурочной деятельности. В части создания и развития деятельности школьных хоровых, музыкальных, драматических коллективов, а также организации школьных выставок и конкурсов по определенной тематике, художественно-изобразительной. Содержание образовательных программ предметной области искусства не в полной мере отражает потенциал этнокультурных и национальных особенностей региона на всех уровнях общего образования. Также существуют и проблемы методического характера. Вот в настоящее время не обеспечена преемственность содержания уроков предметной области искусства и внеурочной деятельности, а также недостаточно разработаны вариативные модели взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений культуры с учетом специфики региона. И, уважаемые коллеги, также представлю вам проблему мотивационного характера. Это изменение форм существования музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства в современном мире. То есть возникновение виртуальных, интерактивных форм искусства, произведений искусства, созданных с применением компьютерных технологий, основанных на сложном, нелинейном восприятии музыкального или живописного текста. Вот все это изменяет отношение обучающих к предметной области искусства. То есть в результате знакомства обучающихся с возможностями самореализации в области современного искусства, предполагающего использование современных информационных технологий и интерактивности, усложняется и снижается уровень мотивации учащихся к изучению предметной области искусства. Ну вот буквально кратко вам представил концепцию преподавания предметной области искусства. И следующая часть нашего семинара будет посвящена особенностям преподавания предметной области искусства в современной школе, о которых вам расскажет Елена Николаевна Коробкова. Вот кратко вам представлю Елену Николаевну. Она возглавляет достаточно долгое время кафедру культурологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Она является автором, разработчиком многочисленных культурно-образовательных программ, культурно-образовательных проектов, реализуемых в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поэтому, думаю, что будет очень интересно послушать ее выступление. Передаю слово Елене Николаевне.
Добрый день, уважаемые коллеги. Наш разговор о преподавании искусства в школе мы начинаем с этого очень хорошо известного вам произведения. Перед нами сотворение Адама Микеланджело. Через секунду, через минуту в этом человеке появится жизнь, появится божественная искра, то, что сделает из него по-настоящему человека. Как это происходит? Это невозможно объяснить словами. Это не поддается каким-то логическим размышлениям. Это акт творения и акт творчества. На наш взгляд, это произведение наилучшим образом рассказывает о том, зачем искусство необходимо человеку. Говорит о миссии искусства в жизни человека и о миссии преподавания искусства в школе в том числе. Но если спуститься с небес на грешную землю, то надо поговорить о том, как сегодня существует система преподавания искусства в школе. Что происходит с ней в рамках вот тех изменений, которые претерпевает современная школа. Давайте попробуем ответить себе на несколько вопросов. Первый вопрос, он очевидный. А где наш ребенок встречается с искусством в школе? Ну, прежде всего, на уроках искусства. Их у нас несколько. Есть урок музыки, есть урок изобразительного искусства. Идут они с 1 класса, и они системные, поэтому ребенок довольно в такой стройной системе получает эти знания. Кроме того, в основной и старшей школе есть еще 2 предмета. Это интегрированный урок искусства, и это урок мировой художественной культуры, который как бы объединяет все знания, полученные ребенком ранее. Создается такая стройная система художественно-эстетического воспитания, придуманная не нами, а придуманная еще в советской школе. А на наш взгляд, новые образовательные стандарты значительно расширяют пространство искусства в школе. Они предоставляют нам новые возможности. Неурочная деятельность, дополнительное образование, проектная деятельность, исследовательская деятельность. Все это позволяет нам давать ребенку не только знания, но и давать возможность творчества, создавать такие ситуации, при которых он может что-то создавать сам, творить, думать, выдумывать, пробовать. Это то, что мы всегда мечтали делать в школе в том числе. Второй вопрос, который волнует всех учителей, с которым каждый учитель-практик когда-нибудь сталкивался, удивительный, который задают нам не только дети и взрослые. Они нас спрашивают, а зачем нам это искусство? Зачастую учитель теряется и не знает, как ответить на этот вопрос. Но на самом деле у нас есть некие аргументы в эту пользу. Но если мы переведем это все в рамки стандарта и в рамки образовательных неких терминов, то мы сталкиваемся с проблемой результатов. Какие результаты мы хотим получить, преподавая тот или иной предмет искусства детям разных возрастных категорий? Что мы хотим видеть на выходе? На самом деле мы всегда говорили, что искусство – это предмет, который прежде всего связан с воспитанием. Искусство – это предмет, который помогает становлению личности. Это все какие-то такие важные вехи, на которых всегда строилась методика преподавания искусства. Что же вносит новый стандарт? Ну, прежде всего, понятие о результатах, которых у нас есть 3 категории, как вы знаете. Результаты личностные, результаты метапредметные и результаты предметные. Ну и здесь происходят некоторые изменения. Давайте посмотрим на них. Прежде всего, если говорить о личностных результатах, то, наверное, мало что изменилось в самой формулировке. Личность ребенка – это всегда было в центре внимания предметника, человека, который ведет один из предметов искусства, педагога. Но вот мы наблюдаем, что очень часто педагоги берут за основу своего преподавания искусствоведческий подход. Они рассказывают детям о произведениях искусства, о историях их бытования, о том, как существовали, или о биографиях художника, о том, как существовали те или иные эпохи эти произведения. Вот весь фокус внимания педагога зачастую направлен именно на само произведение. Очень бы хотелось, чтобы фокус внимания педагога переместился на ребенка. Что он будет делать с этим произведением? Как передать те ценности и смыслы, которые заложены в великих шедеврах прошлого, этому маленькому человеку? Как помочь ему их освоить? Потому что это очень непростая работа смотреть картины, это очень непростая работа слушать музыку, это очень непростая работа понимать то, что перед тобой. Поэтому мы говорим, что необходимо сделать такой очень важный шаг от искусствоведческого подхода к антропологическому. Ребенок, личность его должны стоять
перед нами как самая главная задача нашего образования. Помочь ему раскрыться, помочь ему самовыразиться, помочь ему найти себя. Ну, где, как не на предметах искусства, это еще надо делать. Потому что любой объект искусства, любая картина, любое произведение, оно, собственно, всегда о человеке. Это всегда разговор с человеком, это диалог, это приглашение к диалогу. И, наверное, очень важно создать ситуацию, когда этот диалог состоится. Искусство должно стать, преподавание искусства должно стать таким пространством встреч ребенка с какими-то важными для него смыслами, с важными для него проблемами, вопросами, на которые произведения отвечают совершенно по-разному, потому что были созданы в разные эпохи. Если мы говорим о результатах метапредметных, то здесь тоже, вероятно, происходят некоторые изменения. Необходимо понять, что вообще современный мир очень много говорит на языке искусства. Вы прекрасно знаете, что 80% информации современный человек получает через зрение. Это визуальные ряды. И искусство может научить человека слушать, слышать, видеть, а не только видеть, но и смотреть. И это очень важно. Научить языкам искусства, дать этот навык вступать в диалог с произведениями, довольно сложными для восприятия. Вот это, мне кажется, одна из таких задач, которая стоит перед нами. И второе, что тоже чрезвычайно важно, мы говорим о переходе к такому деятельностному подходу, о том, что искусство должно стать пространством творчества и самовыражения. Сегодня это очень важно. Дать ключи человеку для того, чтобы он мог выразить свою позицию, выразить себя в тех или иных видах деятельности. И вот искусство – это такое замечательное поле, где это возможно, где это не просто возможно, где это необходимо. Человек, который может не только писать, а умеет, да, что-то нарисовать, умеет слушать, умеет каким-то образом переложить свои чувства в разные абсолютно языковые конструкции, мне кажется, это важный результат преподавания наших предметов. Наконец, еще одна важная позиция. Мы переходим от узкопредметного подхода к культурологическому. Когда мы говорим о предметных результатах, это не только то, что узнает ребенок вот на данном предмете. Не случайно здесь такое изображение, да, вот эта замочная скважина, в которой мы видим только то, что положено, только то, что лежит в основе этого предмета. Сегодня любой объект, любой предмет, с которым сталкивается ребенок, вообще должен вписываться в более сложные структуры, то, что мы называем полем культуры. Это часть жизни, это часть духовного некого поля существования личности, в котором он может найти для себя какую-то очень важную цель жизни, целеполагание. И создать такую ситуацию, когда он учится смотреть на предметы более широко, соединять довольно отдаленные друг от друга области, это кажется сегодня чрезвычайно важным для современного молодого человека. Не случайно сегодня и в преподавании искусства одним из таких ведущих подходов является полихудожественный подход. Вот отвечая на вопрос, зачем, мы можем говорить, что эти три вида результатов тоже получают некое изменение в современной преподавании предмета. Следующий вопрос, на который хотелось бы найти ответ, касается содержания того, что мы включаем в наше преподавание, в нашу предметную область искусства. Это вопрос «что?». Искусство в современной школе сегодня не может существовать в старых рамках. Это, по-моему, очевидно. Дело в том, что модель актуальной культуры, она включает несколько важнейших аспектов, несколько важнейших областей культуры, которые осваивает человек в течение своей жизни и которые позволяют ему довольно комфортно существовать в культурном пространстве. Вот на этом слайде вы видите модель, в общем, традиционного подхода к освоению культурного наследия в преподавании искусства в школе. Осваивается, как правило, только два таких пласта. Это мировая художественная культура, это шедевры, это те произведения, которые выделены из ряда подобных, ну вот в данном случае Ватикан, Сикстинская капелла, Рафаэль, такие все высокие имена. А с другой стороны, это региональная культура.
Это тот ряд объектов наследия, который включает данный регион, данную область. Но если говорить о Санкт-Петербурге, то это, конечно, памятники наши замечательные нашего города. Но дело в том, что этого мало. Вы видите, это только два как бы крыла этой большой модели. Существует и еще несколько важных таких пластов культуры, которые остаются за пределами нашего педагогического внимания. Это прежде всего повседневная культура. Это то, с чем сталкивается наш ребенок каждый день. Потому что это реклама, это музыка, которую он слушает, это то, что выплескивается на улице наших городов, это то, что появляется в журналах, газетах и так далее, и так далее. Как правило, это за пределами всех наших школьных программ. Есть еще один очень важный аспект – это субкультура. Субкультуры, в которых наши дети, особенно подростки, чувствуют себя довольно комфортно, но в которых себя не очень комфортно чувствует учитель. И, наконец, важнейший аспект – это то, что мы относим к современной культуре. Это то, что культура еще, в общем, не признана как некая доминанта, как некая данность. То, что сегодня является на таком срезе и еще не перешло в классику. Это вот, например, граффити, это комиксы, это какие-то совершенно новые выставки, которые появляются в нашем пространстве. К сожалению, вот это все за пределами урока искусства. Но это то, в чем живут наши дети. Это то, что на самом деле их очень привлекает, то, в чем они неплохо разбираются. И когда в нашем городе открылся музей современного искусства и арта, первыми туда пришли наши дети, и только потом наши учителя. Мы должны понимать, что если мы вот это все из программ убираем, то мы, в общем, убираем ту самую мотивацию, тот самый интерес, о котором сегодня говорим, как его породить и как его поддержать. Вероятно, нам стоит обратить на это внимание и как-то включать хотя бы какие-то элементы вот этих современных проявлений культуры в наши учебные курсы. Есть еще один аспект, на который хотела обратить ваше внимание. Это то, что порождено техникой, то, что порождено временем. Это новые формы искусства, которые сегодня появляются. Ну, никого уже сегодня не удивишь, конечно, фото искусством или киноискусством. Это уже как бы устоявшиеся формы и принятые нами. Но есть дизайн, есть современная архитектура, есть веб-дизайн, есть электронная музыка. Есть все то, что очень привлекательно для подростков особенно. Они готовы осваивать именно в таком режиме искусства. Им интересно интернет-искусство, то, что искусство, которое живет в сети. Им любопытно то, что может двигаться. Они с удовольствием снимают видеоклипы, слайды и так далее. Все это они делают лучше нас и быстрее нас. И это доставляет им интерес. Они действительно всегда подхватывают такие проекты, когда им предлагает их учитель. Другое дело, готовы ли педагоги работать вот с этой информацией, работать в таких режимах. Надо сказать, что современное вот такое быстрое развитие техники, включение все новых форм в преподавании искусства, оно заставляет искать и новые подходы к содержанию, к организации содержания прежде всего. Дело в том, что 1 час в неделю – это очень небольшое время, и охватить все практически невозможно. Поэтому стоит обратить внимание на то, что сегодня современные курсы строятся не в историко-хронологической последовательности. Принцип их организации, он совершенно иной, часто тематический или даже проблемный. Когда этот принцип позволяет нам соединять, в общем, достаточно отдаленные друг от друга вещи. Он помогает нам соединять в культурном поле разные произведения, объединенные одной идеей, одной темой, может быть, даже одними героями, как в этом случае. Это очень важный подход, который мы сегодня практикуем, соединение традиционного и инновационного, соединение традиций и инноваций. Но, наконец, самые главные изменения, которые касаются преподавания искусства в современной школе, связаны с ответом на вопрос «как?». Потому что вот это вот многоголосие культуры, огромное количество новых форм искусства, которые появились в последнее время, необходимо исключать какие-то совершенно новые
аспекта содержания, оно ставит учителей достаточно в тупиковую ситуацию, потому что успеть все и сразу невозможно, и самое главное, если мы хотим достичь тех результатов, о которых я говорила в начале, то необходимо очень четко понимать, какие методики, какие технологии сегодня помогут нам вот соединить все вместе и создать, и достичь каких-то очень знаковых результатов. Но я не буду останавливаться на всем многообразии тех методов и технологий, которые сегодня разрабатываются в этой области. Я обозначу 3 значимых вектора, в которых, в общем, происходят эти изменения. Ну и первый вектор связан с разработкой модели внеаудиторного образования. Внеаудиторное – это не только вне аудитории, это вне слушания. Внеаудиторное – это образование, которое нацелено на то, чтобы дать ребенку этот опыт самостоятельного общения с произведением искусства, опыт исследования, наблюдения, творческого осмысления того, что он видит, чувствует, слышит, формирование слушательской культуры и культуры зрительской. Кроме того, внеаудиторное образование совершенно точно дает нам такую установку, которая, мне кажется, актуальна сегодня не только для преподавания искусства. Школа больше не может довольствоваться только своими ресурсами. Школа не может брать на себя сложную работу, воспитание вот этих вот значимых для ребенка качеств. Потому что если мы хотим научить ребенка смотреть и видеть, то лучше это делать в музее. Если хотим научить слушать, то надо слушать и идти, наверное, в те учреждения, где это умеют делать. Если мы хотим, чтобы он стал настоящим горожанином, то надо осваивать город, причем ногами, глазами, тактильно, всячески, а не только на картинках в классе. Все это получило воплощение в таком педагогическом феномене, как многоканальная модель приобщения личности к культурному наследию. Она предполагает, что мы активно взаимодействуем с различными социокультурными институтами, мы создаем целостную систему работы с этими социокультурными институтами, мы приобщаем ребенка к культурному наследию не в классе, а вот в этом широком поле культуры. Мы выводим его в библиотеку, мы выводим его в театр, мы общаемся, мы обсуждаем, мы помогаем ему войти в это культурное поле, в это культурное пространство. И это очень важная сегодня такая доминанта, которая развивается стремительно. Количество вообще таких проектов увеличивается с каждым годом. И их инициаторами являются сами школы, их инициаторами являются социокультурные институты, наши партнеры. Я хочу сказать, что в Петербурге это особенно актуально, потому что в нашем городе есть вообще с кем взаимодействовать, и есть очень много всяких институтов, которые хотели бы вести какую-то образовательную работу не сами по себе, а в сотрудничестве со школами. Кроме того, если мы говорим о внеаудиторном образовании, его задача дать ребенку опыт исследовательской работы, дать ребенку опыт исследовательской деятельности в открытом образовательном пространстве, вот этого непосредственного взаимодействия с объектами культурного наследия. Специфические черты внеаудиторного образования здесь обозначены. Самое главное, само исследование ребенка, оно предшествует рассказу педагога. Оно становится точкой роста, точкой отсчета для выстраивания версий, гипотез, для собственного взгляда на мир, для рождения какого-то собственного отношения к тому, что мы видим, и к тому, что называется культурным наследием. Приоритет исследовательской деятельности, эксперимента, наблюдения над информацией. Вот главная идея внеаудиторного образования. И это технологии разные абсолютно, которые мы называем внеаудиторные. Вот здесь я обозначила некоторые из них. Это прежде всего театральные медиатехнологии, это развитие визуальной коммуникации, это целый такой большой раздел. И для этого разработаны специальные методы, специальные приемы, которые мы используем на разных уроках искусства. Это работа с вещами, с предметным миром, который очень богатый, может дать какие-то первые точки роста для ребенка, потому что он идет от того, что ему понятно, от того, что он может подержать в руках. Ребенок – существо, как понятно, конкретное, ему надо что-то очень точное дать в руки. И дальше двигаться к каким-то очень важным, абстрактным идеям, важным с точки зрения наших образовательных задач. Это работа в музейном пространстве. Это большой такой огромный пласт, который сегодня тоже
активно разрабатывается как музейными сотрудниками, так и с педагогической стороны, и на уровне науки, и на уровне практики, потому что музеи сегодня готовы предоставлять образовательные услуги. Не просто просвещать детей, создавать там экскурсионные программы, а именно заниматься образованием в полном смысле этого слова. Музеи умеют это делать, у них на этот счет большой опыт, который ведет свое уже отчет, наверное, от конца XIX века, когда они только приступали к этому. И сегодня вот этот пласт музейной работы, он в Петербурге набирает силу. Постоянно новые проекты, новые программы, которые реализуем мы совместно, реализуются музеями, предлагаются школам. Ну и, наконец, для нас очень важно такой площадкой образовательной, таким образовательным ресурсом мы считаем город. Тот удивительный город, в котором мы живем, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – это не просто точка на карте, это некое культурный пульс, это место, откуда начались многие процессы, которые мы ощущаем на себе и сегодня. Поэтому обучаем наших педагогов работать в этом режиме внеаудиторных всяческих занятий в городском пространстве, в музейном пространстве, в классе и за его пределами. Таких технологий наработано довольно много, но это не единственное, чем богата сегодня образовательная область искусства. А надо сказать, что вторым таким очень большим направлением является внедрение и разработка культурно-образовательных практик. Культурно-образовательные практики – это особые методы и способы работы, которые позволяют ребенку творчески в этом мире воплощаться, которые позволяют ему создавать программы и проекты, востребованные не только на уровне школы, а на уровне даже таких общественных пространств и общественных экспертов, давая ребенку оценку, в общем, не только в учебной деятельности. Это, если говорить о изобразительном искусстве, на уроках ИЗО сегодня появляются новые такие методы и технологии, которые осваивают учителя, вслед за ними осваивают дети, связанные с художественно-творческой деятельностью, дизайном. Ну вот вы здесь видите, сегодня чрезвычайно популярно то, что называется бумагопластика. Создание таких проектов из бумаги, оно может пригодиться не только на уроке искусства, но и при реализации любого проекта в школе. Это песочная анимация, которая сегодня тоже пришла в школы и продвинутых образовательных учреждениях. Мы можем увидеть, что этим занимаются на профессиональном уровне. Это то, что нам хорошо известно. Это театр, например, теневой театр, который очень любят и взрослые, и дети, и с удовольствием используют его для реализации, в общем, разных проектов, которые проходят в школьном пространстве. Это творческие проекты, в которые дети с удовольствием вступают, в том числе и театральные. Если мы говорим о музыке, о этом предмете, то здесь музыкально-творческая деятельность тоже находит применение, и тоже эти культурные практики существуют. Они бывают такие совершенно стандартные, то, что мы привыкли, когда дети выступают на каких-то площадках, но сегодня они приобретают и другие формы, я бы сказала, даже глобальные, музыкально-театральных проектов. И мы видим такие проекты, когда дети, например, разных школ или даже разных школ, расположенных в разных регионах, репетируют некоторые отрывки из оперных произведений, а потом собираются вместе в реальном или виртуальном пространстве, чтобы поставить эту оперу. Это на самом деле не специально подготовленные дети. Это не дети из художественных школ, это дети из обычной школы, которые пробуют свои силы, которые учатся в этих проектах создавать какое-то новое для себя пространство творчества. Вы здесь видите те направления, которые сегодня развиваются в петербургской школе и активно поддерживаются, в том числе и академией, потому что мы эти проекты реализуем, мы помогаем детям выступать и предъявлять свои таланты. Если мы говорим еще об одном направлении, которое появляется сегодня, очень популярно, это так называемые арт-практики, это арт-педагогическая деятельность. Нам кажется, за ним большое будущее, потому что если все федеральные стандарты говорят о том, что нам необходимо создать условия для раскрытия личности человека, для раскрытия внутреннего потенциала, то, конечно, арт-практики в этом деле незаменимы. Арт-практика ставит своей целью как раз помочь человеку раскрыться, осознать, что у него есть эти таланты и что он может себя проявлять в том или ином виде деятельности.
И вот видите, это в основном коллективные практики, это коллективные формы работы, когда мы не только что-то создаем, но и мы делимся результатами того, что мы сейчас сотворили, когда мы это обсуждаем, и это превращается в такие дискуссии творческие, которые окружают эти творческие пространства. На самом деле нам кажется, что сегодня это очень важное направление, которое может быть реализовано за пределами, может быть, самих предметных учебных курсов, но в рамках внеурочных программ и в рамках проектных программ, которые школа так или иначе реализует. Ну и, наконец, это то, что является довольно спорным, о чем учителя спорят. Нужны ли информационно-коммуникационные технологии в преподавании искусства? Может быть, важно, чтобы ребенок научился взаимодействовать с пером и бумагой, чтобы он научился как-то взаимодействовать с музыкальными инструментами. Может быть, ИКТ это лишнее? Но вот нам кажется, что это не так. Главное, как к этому относиться. Если мы используем информационно-коммуникационные технологии только как средство наглядности, как средство предъявления картинок, например, да, средство предъявления каких-то арт-продуктов, то, наверное, да, то, наверное, можно как-то с этим поспорить. Но мы пропагандируем другую совершенно идею. Мы говорим, что сегодня вообще масса искусства существует только в сети. Что вот эти сетевые искусства, создаваемые с помощью компьютерных инструментов, с помощью новых технологий компьютерных, их нельзя создать на бумаге. И это очень привлекательно для наших детей. Они с удовольствием бросаются в это неизведанное море и, кстати говоря, чувствуют себя там гораздо лучше, чем мы. Они там плавают более свободно, потому что для них это какая-то освоенная ими реальность. Они с удовольствием берут новые технологии и создают удивительные продукты. Я говорю об этом довольно уверенно, потому что мы проводили большое количество мероприятий, где дети проявляли себя в этом творчестве очень активно. Долгая экспериментальная апробация такой олимпиады, как «Арт-Олимп 21 век», показала нам, что задачи, которые перед нами ставили перед детьми, нам казались невозможными, но они с ними справлялись. Они брали самые сложные инструменты и создавали продукты, на которые, в общем, хочется смотреть, перелистывать, потому что каждый из них – это некая личная история, которую ребенок создавал вот в этой среде, используя эти инструменты. И никак по-другому это невозможно. Вот на этом слайде вы видите один из таких продуктов. Это фильм, который создал один из школьников петербургских на тему современного искусства. Целый год мы занимались современным искусством, мы ходили в современные музеи, мы смотрели современные произведения. Задача была очень простая – выбрать одно произведение и создать вот такой ассоциативный видеоряд, наполнив его музыкой, такой красивый видеофильм, в котором бы они рассказали о тех чувствах, которые рождаются у них при диалоге вот с этой картиной. Ну вот ребенок выбрал вот эту картину, Юрия Сычева «Сиреневое пробуждение» назвал он этот фильм. И это, конечно, такая замечательная память о закончившейся Олимпиаде и о том, что все, что мы делали, было не напрасно, потому что это востребовано. И это очевидно, что дети это делают с большим удовольствием. Уважаемые коллеги, Елена Николаевна в своем выступлении провела очень важную мысль, связанную с развитием личности в рамках реализации предметной области искусства на основе культурологического подхода. И очень важно, чтобы современные дети осваивали не только образовательное пространство, да, но и внеаудиторное пространство. Современная школа не должна быть закрыта. Уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить за проявленный интерес к нашему семинару. Надеюсь, семинар был полезен для вас. Да, хочу также, пользуясь случаем, поздравить вас с наступающим праздником, Днем народного единства. Успехов вам! Спасибо большое за внимание.